Всем привет! Сегодня 17 число, 17 сентября, и сегодня тот день, когда можно подать заявление на приобретение лицензии на лимитированных диких животных. Ну, это считается медведь, лось, еще какие-то зверьки. И я сегодня хочу попытаться подать заявление через госуслугу на приобретение лицензии на лося. Ну, и заодно поснимаю, что и как. Что как получится. Там тулантик лает, не втерпешь уже в тайгу ему. Ну вот я уже возле своего компьютера, на своей странице в госуслуге. И зашел на такой раздел получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Дальше идет информирование заявителя. Ну, здесь подробно все описано, что как. И тут интересный момент я увидел. К лимитированным видам охотничьих ресурсов относятся лось, бурый медведь, выдра даже, рысь и соболь. Я вообще думал, что на выдру охота полностью запрещена, но нет. Можно даже где-то в каких-то регионах или может у нас тоже. Ну, я не увидел, вот, где вот можно приобрести лицензию. Но в других регионах, возможно, выдают разрешение на охоту на выдры. Ну и услугу дать разрешение, госсовет. Так, но это по мелочи. Можно, все надо, конечно, изучить. Дальше пункты пойдут мои личные данные, которые я не буду показывать. Вот. 4 пункта это свои персональные данные. Вот туда пишите данные паспорта, охотничьего билета, место жительства. Ну и 5 пункт — вид охоты, который предполагаете осуществлять. Это любительская спортивная охота. Я выбрал. Там как бы никакой там на второй пункт. Ну, я лишний раз уже нажимать не стану, потому что может сбиться или еще. Так, признак лимитируемого охотничьих ресурсов. Так, но я выбрал лимитированные охотничьи ресурсы. Дальше идут нелимитированные, весенний период, осенней охоты. А я выбрал вот лимитированную. Это, считай, лось в такие категории входит. Так, ну и можно сюда еще галочку поставить, если вы в течение года, скажем, вы добыли волка, это пойдет скидка. Не скидка даже, а льгота. Наверное, даже бесплатно выдают лицензии, если вы добыли волка. Дальше 7 пункт. Получается, сведения о добываемых охотничьих ресурсах, их количество. Здесь я выбрал вот лось, взрослые особы без подразделения по половому признаку. Это получается самца можно стрелять и самку. Вот, количество 1. И это все на одну голову 1500 по сумме. В интернете мне тоже писали бешеные цены за лося, там 60-70 тысяч. Но у нас вроде как 1500. Так, диапазон срока охоты. Здесь идет с 1 октября по 31 декабря. Вполне достаточно. Это по первому снегу, конечно же, самая интересная охота на лося. Так, место осуществления охоты, это я отметил свой район Краткоровский, где я живу. И место получения разрешения, адрес Сыктывкарский, где я могу получить. Остается только вот подать заявление. Также у меня еще вторая страница открыта, где я наблюдаю за временем. Это точное время московское. И подать заявление можно с 8 часов 45 минут. Не раньше. Если раньше, то у вас не засчитают
заявление. Так что подождем 8:45 и будем подавать. Что получится, посмотрим. Подобрят или же пошлют куда подальше. Остается последние секунды. Через госуслуги я ни разу никогда не подавал заявление на приобретение лицензии. Немножко волнуюсь. Дождемся 45 минут и нажмем подать заявление. Что получится, посмотрим. Вот. Многие сотни человек сейчас охотников у пульта. У всех желание приобрести лицензии. Не знаю, как повезет. 45 минут подать заявление. Короче, на несколько секунд я опоздал. Там еще, оказывается, 2 пункта. Нет квартиры, надо было нажать. У нас в селе свои дома. Короче, все. Заявление подал. Посмотрим, что будет. Так. Ладно. Остается только ждать. На несколько секунд я задержался. Короче, 8:45, 27 секунд. Это большая роль играет эти секунды. Кто раньше успел нажать на подачу заявления. Так что у меня из-за каких-то ошибок я чуть-чуть проморгал. Тут уже пишет: заявление отправлено в ведомство. И самое главное, 8 часов 51 минута 28 секунд. Какое-то вот обновление прошло. Сколько ждать? Час, день, 2? Пока непонятно. Прошло немного времени и снова обновил страницу, и тут пишут: заявление зарегистрировано. 9 часов 03 минуты. Не знаю, что дальше мне делать. Куда-то сразу надо оплачивать или нет, или просто это зарегистрировали. Может, еще добро не дали. Дальше будем ждать, что какое уведомление придет. Всем привет еще раз. Сегодня 23 сентября, вчера было 22 сентября, и мне пришло уведомление, ответ на мое заявление, которое я подавал 5 дней назад на приобретение лицензии на лося. И давайте покажу, что мне ответили. Ну вот, получается, я 17 число, 8:50 там заявление ушло у меня. Хотя чуть-чуть, я раньше даже 8:45 и 30 секунд вроде как было, или не помню уже, 5 дней назад. Вот, и вчера вот 16:32 мне пришло, как сказать, я как увидел вот этот значок, я чуть-чуть даже и расстроился. Ну и тут Минприроды Республика Коми пишет: ваше заявление предоставлено государственной услуги выдачи разрешения на добычу охотничьих ресурсов рассмотрено. Вопрос о назначении вам услуги выдачи разрешения на добычу охотничьих ресурсов не может быть решен положительно по следующим причине. При выдаче заявления разрешение будет превышены установленные лимиты квоты добычи охотничьих ресурсов, либо нормативы и нормы в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Короче,
Обломался я, что и следовало ожидать. Действительно, как многие охотники, общаемся и с многими охотниками, и большинство охотников говорят о том, что минимальные шансы получить лицензию на лося. Ну, не повезло в этом году. Будем ждать Нового года. Может, следующий сезон повезет. Придется смириться этим. Что еще? Как слухи были, я не знаю, правда или неправда, что на наш район только 7 лицензий выдавали. Может, это просто болтовня. И 6 из 7 уже как бы волчатникам. Кто добывал за сезон волка, им вне очереди лицензии на лося выдают. Вот. Но может просто это слухи, не могу точно сказать. Но я показал все, как я делал. Может, где-то неправильно, первый раз через госуслугу подавал заявление, но ответ отрицательный. Будем охотиться на пернатых и на мелких пушных зверьков. Все, всем пока. Желаю всем удачи на охоте и получить лицензии на крупного животного лося. Пока.